Друзья, добрый день! С вами снова Лео, Lady Collection. Пока у меня на кухне идет такая вот перестроечка, понемножку покажу вам своих утят, гусят и мое хозяйство как бы. Дело в том, что на кухне мы уже линолеум постелили, и теперь мальчики ставят на место мне эти... Сейчас снова зайду, покажу вам. Просто хочу, а то они не дадут нормально поговорить. Они ставят, на место мебель, все такое. Потом мне надо будет убираться. А пока так хочу вам немножечко показать свое хозяйство. Так, друзья, здесь, конечно, немножко шумновато, и перепелки орут. Но все-таки хочу вам показать. Вот, гусей и уток я перевела сюда. Здесь был теленочек, как вы помните. Теленка увела уже давно. Видите, как подросли мои утки. Ну, перепелки, конечно, не дадут слово промолвить. Перепелок будем скоро убирать. Там их по 5 штук, 3 вида осталось. По-моему, 5-6 некоторых. Им уже год, они уже плохо несутся, их надо убирать. И, скорее всего, пока перепелками заниматься не будем, потому что сын мой, скорее всего, старший уезжает, который вот хотел заняться этими перепелками. И в этой кладовке у меня очень много работы, мне нужно подбелить стены, как видите, везде грязно, еще с прошлой осени. Здесь у меня прошлой осенью были молодые куры, и видите, по периметру стояли наседки, и вот они испачкали. Не успела подбелить, и все-таки пришлось перевести птицу сюда, потому что в брудерах этих у нас было места мало. Видите, уточки, гуси подросли, но, друзья, больше я не буду выводить зимой, скорее всего, водоплавающую птицу, потому что с ней проблемно. Видите, уже подстилка у них очень мокрая, хотя я утром полностью им поменяла. Вот, приходится и утром, и вечером менять подстилку. А солома уже дорогая. У нас одна маленькая пачка соломы стоит 150 рублей. Так что выводить зимой, мне кажется, уток и гусей невыгодно. Лучше весной, когда уже можно их содержать и в курятнике, и на улице, чтобы они всегда были. На ночь загнал, за ночь они, конечно, столько не напачкают. Ну, перепелки вы даете. Вот мои птички, которые постарше, как видите, молоденькие. Сегодня я их буду им пропаивать немножечко. Хочу острого перчика им подлить в водичку, потому что иногда, мне кажется, все-таки так подчихивают они вроде бы. Но дело в том, что как раз, когда очень было холодно, мне пришлось их сюда перевести. Вот такие. Они почти все одинаковые. Значит, у нас папа такой. Я вам покажу папу. Пойду туда к курям, покажу вам папу ихнего. Он вот такой же, прямо вот полосатенький. У меня там один петух. И, видимо, этот петушок и есть их папа. Ну и курочек у меня тоже вот таких вот полосатеньких много. Это вот постарше, которые 4, видите? Вот такой вот у меня есть петушок, вот как этот. Но перепелки не дадут мне поговорить. Ладно, друзья, показала немножечко вам свое хозяйство сегодня. Спрашивали и про уток, и про гусей, и про этих цыпляточек. Вот и показываю. Всех цыплят я вам показала в предыдущем ролике. А сегодня вот такие вот и маленькие мои, которые спят. Так, вот, покормила свою птичку. Видите? Бегают туда-сюда. Вот такую мы сделали из канализационной трубы. Очень удобно. Но все-таки гуси, утки все равно пачкают свою подстилку. Но пока не буду менять. Чуть попозже, когда буду доить корову, буду подсыпать и теленку, и сюда им заодно сразу же. Ну, вот так вот, друзья. Конечно, у меня все так еще не... Как бы вам сказать, нет таких условий хороших, я птицу не держала уже лет 5, и поэтому ничего у меня не подготовлено, не предусмотрено. Ну, все потихонечку придет в себя. Вот так вот. Все-таки вот этот вот цыпленочек мне не нравится. Сегодня я им дала водичку с перчиком. А завтра, наверное, байкокс все-таки дам. Те уже у меня сегодня последний день пьют байкокс. Этим еще ничего не давала, но сегодня придется давать. Я вообще в этом году никаких препаратов не давала цыплятам. Вроде бы были нормальные, но из-за того, что я как раз так получилось, что я их перевела, на второй же день такие морозы у нас стали. Ну ладно. Совсем без потерь, конечно, птицу не вырастешь. Но я все равно
Друзья, очень переживаю, когда начинают у меня погибать птицы. Не знаю. У меня в прошлом году столько погибло гусят. Ну, сказать столько, конечно, нет, но с каждой партии, так, я по 10 штук брала, 3-4 партии, с каждой партии по 2, по 3 гусенка погибло, и поэтому я очень переживала за то, что они умирают. Ну, дохнут, вернее, будет. Вот так вот, друзья. Вот такие у меня сегодня новости на моем хозяйстве маленьком. Понемножечку будем усовершенствовать мое хозяйство, я надеюсь, с помощью Всевышнего. Вот так вот. Вот все заснули. Одна проснулась, встала. Такая у меня импровизированный брудер. Наелись, напились, согрелись и спят себе. Так, мои хорошие, я вам не показывала. Теленка вспомнила, что его не показывала, видите. Моя Марта выросла. Марта. И мама золотой. Вот так вот он здесь. Сделали ему вот такую вот клеточку уже здесь. Оттуда, от цыплят я уже на 4-й день его оттуда вывела. Маточка сама у меня ест молоко. Ведро поставлю и ест. Я никогда, друзья, под корову не пускаю теленка. Никогда у меня нет этой привычки. Всегда выдаиваю и отдаю. Первые дня 2 она так с пальчика. Приходится палец в рот совать. А потом уже сама вот ест. Вот такой вот у меня малыш хорошенький. Малышки, мама, он уже голодненький. Сейчас будем кормить тебя. Чуть-чуть попозже, правда, еще. Еще немножко надо подождать. Вот так вот, друзья. Вот вам Маша, вернее, ну, наша, ваша. Уже вместе с нами ваша Марточка. Ну и вот мой Мишка тоже все время приходит ко мне, ласкается. Он такой ласковый, Мишка, ласковый. Ну и ты хороший, Мишуня, и ты хороший. Вот такие вот друзья у меня сегодня в моем сарае. Ой, ты, мама, золотой. Ну, подожди немножко, еще часок, и мама тебя будет кормить. Еще рановато. Еще рановато тебя кормить. Еще рановато. Он уже и под собой сено ест, вернее, солому. Я всегда вот так вот подкладываю под телят солому. Никогда не убираю ее, а наоборот, каждый день понемножечку новую. И получается, что теленок лежит на тепле. Потому что, сами знаете, солома немножко подпревает и дает свое тепло, отдает. И вот так вот свежая утром подсыпанная она понемножечку ест. И ей бывает хорошо и комфортно. Вот утром уже подсыпали, к вечеру уже, видите, влажненько получается. Иногда и вечером подсыпаем, если влажность прошла. Значит, утром мы тонко слишком положили все солому. Ну, вот так вот, друзья. Так, и вот видите, у меня под навесом уже все закрыли, канализацию провели, как видите. И закрыли уже, и в доме уже все нормально. Сейчас я зайду и покажу вам. А пока немножко покажу, что мне сделал сегодня сын. Видите, обрезал деревья. Там, где нужно было пообрезать. Надо еще вообще 2 дерева совсем срезать. Потому что оно, во-первых, и не плодоносит, делает. И, в принципе, и листочков даже нормальных не бывает. Так, ну вот это вот груша. Видите, он обрезал и покрасил сразу же пеньки. Краску не закрыл. Так, вот, видите, работы, конечно, в огороде уже очень много. В огороде, в палисадниках. Вот. Это дерево совсем он срезал, оно было сгнившее. Вот эту грушу нужно срезать, потому что она практически не плодоносит. И видите, как она уже прям вот склонилась, дерево оно. И вон тот абрикос тоже нужно срезать его полностью. Но сегодня не дозакончила. И пусть хотя бы там у меня сидит немножко малина. Еще, может быть, подсажу. Пусть хоть малинка там будет.
Это фундук, он ничего, нормально плодоносит. Так, вот еще и айву он так вот обработал. Тоже срезал кое-что лишнее. Правда, мы не такие уж садоводы. Не знаем как. И что можно было бы, наверное, завтра попрошу еще и яблоню немножко пообрезать. Хотя и даже сверху надо было бы их крону. Ну, посмотрим. И тут он у меня калину обрезал немножечко. И тут калина, вот, а это малина, видите, я осенью не успела. Надо будет на днях тоже мне подрезать. Вон, калина молодая растет рядом. Наверное, я ее, если получится, пересажу в другое место. Выкопаю, пересажу. Вот такие вот дела. Так, смотрите, что у меня тут с этими моими розами. Так, бутылка с одной слетела. И она, по-моему, потерялась. В принципе, все. А тут, вот видите, вроде бы принялась. Давайте-ка я посмотрю и вам покажу. Так, вроде бы есть почки. Ну, оставим ее и в той банке тоже, что есть почки. Но не знаю, что тут под бутылками. Был сильный ветер, их посрывало. Вроде бы живые. Ну, посмотрим, что с ними будет. Так, ну вот так вот, друзья, работы много. Хочу купить смесь бордовскую, опрыскивать надо деревья. Надо купить известь, подбелить деревья, но что-то по прогнозу погоды стоят дожди. Не знаю, может быть, еще и не стоит так сильно спешить. И земля еще холодная, чтобы что-то сажать. Хотя, конечно, руки чешутся. Так, хотела папу показать, но, видите, куры уже зашли почти все. И петушок зашел. Ну, ладно, потом как-нибудь покажу вам. У меня снова заказ на манты. Хотела кухню все на место поставить, занести, но не получается. Так, водички нет, надо водички им налить. Вот такие вот дела у нас. Что-то прохладно к вечеру стало очень. Так, ну и, друзья, добрый вечер. Светик снова. Я уже, как видите, на кухне. Работу мальчики мои закончили. Эти 2 дня, конечно, у меня тут было черти что на кухне. Линолеум с этой стороны он переложил на эту сторону. Холодильник был на этом месте. Столешницу тоже туда перенес полностью. Посередине была вырыта траншея. И тут черти что творилось. Но сегодня уже с утра мы сделали. Вернее, ну да, мы, в принципе, все вместе. Они еще вчера положили все трубы, забетонировали. Просто надо было, чтобы они более-менее подсохли. Внизу бетон этот, стяжка эта. И уже с утра мы переложили все это. Я так кое-что здесь помыла, убрала, но посуду не занесла. Все кастрюли, все мои тазики, все, что содержимое этих комодов у меня стоит на улице. Я сегодня просто не успела. У меня была в гостях моя заловка с сыном. И мы так посидели, почаевничали, поели кое-что. Хорошо, у меня было чуть-чуть, хоть правда по чуть-чуть, но были заморозки, чтобы не надо было долго возиться. Хотела пожарить курочку, но они не разрешили. Сказали, мы так не будем столько сидеть. Но я все равно, пока они там с мамой разговаривали, она привезла маме подарочки, сделала такой как бы такое приятное, привезла постельное белье красивое, такое полотенечко красивое. Мама, как ребенок, этому, конечно, радовалась. И пока они там с мамой разговаривали, я быстро пожарила котлетки. И у меня еще, мы на обед готовила голубцы, чуть-чуть оставалось там несколько штук голубцов с картошкой. Короче, все, что было, накрыла на стол, снимать не стала. И мы посидели немножечко, вот. Я перемыла посуду, вода горячая есть. Спасибо моим мальчикам. Но не стала расставлять, потому что времени просто нет. Буду сейчас лепить манты. Снова заказ мант, как я уже говорила. И да, вот Ибрашка пришел с работы, принес мне такие очки. Мне в них комфортно, но мне кажется, все-таки они мне немножко не идут. Не знаю. Скажите, пожалуйста, идут мне эти очки или нет? Просто поехать самой выбирать у меня никак не получалось. Он мне прислал несколько штук, но я только, мне показалось, более-менее из них эти так приемлемые.
но мне намного комфортнее, если честно, вот в этих очках, и затемненных, и в дальних вот так вот, потому что в ближних очках мне неудобно куда-то смотреть так, даже смотреть вот так вот, что я делаю, в ближних, а в дальних вот мне комфортно. Особенно, когда солнце на улице, снег, вот такие очки мне нужны. Просто они у меня еще давно, месяца 2, по-моему, как сломались, я никак не выбиралась поехать их купить. Просила Ибрагима купить, но он всегда говорил: мама, я не знаю, какие тебе надо. А вчера я ему сказала: купи, какие там уже есть, просто покажешь, снимешь, покажешь. Вот так вот, друзья, немножко про очки мои. Ну, сейчас будем делать День сегодня был насыщенный, как всегда у меня, работы много. Перед тем, как приехала Золовка, я как раз приготовила тесто и приготовила фарш. Он у меня уже стоит там в холодильнике. Запах такой пошел. И с хозяйством со всеми я своим справилась уже. И теперь будем лепить манты и делать наши заказы. Так, ну показывать вам не буду, наверное, потому что вы видели очень много, как я это делаю. Просто покажу, когда у меня будет все готово, наверное, чтобы просто вам показать. Вчера у меня не было ролика, я ничего не снимала. Здесь тоже было кошмар, что творилось. И под навесом у меня черти что было. Как-то вот в спешке во всех этих... даже не было возможности что-то снять. Вот так вот, мои друзья. Сейчас буду лепить манты. Ну и вот, мои друзья, на сегодня моя работа закончена. Из килограмма фарша и килограмма лука у меня получилось 4 полных лотка, как видите. И 1, ну не полный еще, сколько там не хватает. 8 штук не хватает, чтобы был полный лоток. Ну вот так вот, друзья, на сегодня моя работа закончена. И сегодня мой день закончен. Я теперь уже пойду с легкой душой спать. Заказ мой выполнен. Надеюсь, к утру, конечно, они хорошенечко замерзнут, что я могу его отдать. Вот так, друзья. Я надеюсь, вам было со мной интересно, а мне с вами интересно. Потому что, если честно, если даже когда я не выпускаю, какой-то день не снимаю, у меня бывает такое ощущение, что я что-то в этот день не доделала. И поэтому я с большим удовольствием снимаю для вас и рассказываю немножко, небольшую хотя бы частичку моего дня. И это просто даже помогает мне, в прямом смысле, что вот я поделилась с кем-то, чем я сегодня была занята. И практически я вам показываю почти мой день. Конечно, не весь, но немножко хотя бы. Вот так вот, друзья. Всех благ вам, удачи и здоровья всем. Ну вот, как-то так.